В сети появилась аудиозапись, на которой женщина жалуется на то, что ей отказали в скорой медицинской помощи, ссылаясь на то, что подобное указание дано самим министром здравоохранения республики. Скорая помощь. Добрый день. Вот здесь вот в Магасе человеку плохо стало. Вы можете прислать машину? Куда? Где стало плохо? Ну вот где митинг, там человеку плохо стало. Туда нам сказали не посылать машину. А кто вам сказал, кто такие распоряжения дали? Руководство? Это вы, врачи, которые клятву Гиппократа давали. Даже врагам и то оказывают медицинскую. Эту информацию нам прокомментировала министр здравоохранения. Мария Марабханова опровергла эту информацию, отметив, что с ее стороны такого поручения не было и что службы скорой медицинской помощи работают в привычном режиме. Скорая работает в штатном режиме. У нас достаточное количество бригад скорой помощи. Помимо того, что у нас есть, мы еще усилили дополнительно машиной, дополнительно бригадой нашу станцию скорой помощи, учитывая ныне сложившуюся ситуацию. Дня два назад опять был такой выброс, фейк такой, да, что вот запретила министр здравоохранения выезжать в точку, где проходит митинг на вызова. Мы дали официальное опровержение. Сегодня вот вышла эта аудиозапись, совершенно непонятная запись. Видно, что это сделано, это не звонок на станцию скорой помощи, да. Ежедневно вызова с места, где проходит митинг, у нас вызова обслуживаются, будут обслуживаться. Мы медицинские работники, и, соответственно, свою работу мы выполняем добросовестно и качественно. Любой вызов мы обслуживаем. Такого поручения не было. Конечно же, вот эти разговоры, они сами по себе неприятны и непонятны. Мы со своей стороны решили провести эксперимент и проверить, примет ли станция вызов к месту митинга. Оператор 112, что у вас случилось? Здравствуйте, можете вызвать скорую? Здесь человеку плохо в Магасе на углу Минфина. Человек без сознания находится. Ну, примерно возраст, я не знаю, 30, может быть, 40 лет. Ему очень плохо. Можете быстрее как-то, не знаю. Я уже назначила. Вы мне скажите, пожалуйста, фамилию, имя вы ее не знаете, да? Номер я не знаю не этого ваш контактный. Приедет ли группа сюда, я не знаю, кто-то приедет сюда. Сколько ждать? Мы приняли. Мы не знаем по назначению, сколько ждать, как среагируют и как подъедут. Ну, мы можем найти... Ладно, все, спасибо большое. Дело в том, что мы представители СМИ, и мы хотели узнать, так ли это, что скорая помощь не принимает звонки именно с митинга и так далее. Это вам всегда, потому что мы не имеем права не принимать Да. звонки. Именно поэтому мы и позвонили вам, потому что сейчас появились слухи такие в соцсетях, что вот вы не работаете.